Дамир Мавлевич, здравствуйте. Сегодня хотел поговорить про Ногайскую Орду, точнее про ногайцев на территории Приуралья. Вот. А расскажите вообще, откуда они появились и что они из себя представляли в это время, то есть вообще как их можно ли вообще соотносить эту группу вот с той территорией, которую мы вот сейчас обозначили. Мне сегодня хотелось бы остановиться прежде всего на вопросах этнического характера. К сожалению, политическая история ногайцев очень хорошо написана, а вот этнического аспекта недостаточно, я считаю, описанной. Особенно в связи с участием ногайцев в формировании других этнических групп, в частности казахов, башкирш, татар, по Волжье тоже. Потому что ногайцы сыграли важную роль в этническом становлении и этих групп этносов тоже. Сегодня я на этом вопросе специально хочу остановиться. Сначала, конечно, необходимо сказать несколько слов о том, почему сегодня этот вопрос особенно стал важным. Одна из причин то, что в Башкортостане этот фактор все время пытаются из общего обзора исключать. Там башкортостанский подход такой, что исконно на территории современного Башкортостана и вообще Южного Приуралья жили одни башкиры. Они имели глубокую историческую протяженность. И потом и в златоордынское время, и в период татарских ханств они там существовали как отдельная единица. Хотя очень трудно найти наименование башкир, скажем, для златоордынского времени. Во времена татарских ханств тоже невозможно найти. Мы сейчас чаще видим термин «иштек». Конечно, от иштек к башкирам довольно длительный путь на самом деле. И не так просто сконструировать башкир на основе иштеков одних. И это на самом деле далеко не безобидное дело, потому что задача башкирских политтехнологов как бы отжать татар как коренной народ с территории Южного Приуралья, и Среднего Приуралья тоже, оставить там от них башкир, объявить татар пришельцами на этой территории, и из этого вывесить некоторые политические результаты. Но на самом деле исторический процесс шел совсем не так, и поэтому я специально хочу подчеркнуть, что в ряде документов ногайцы часто называются татарами ногайскими. И это на самом деле совершенно правильный термин, потому что, как установил известный московский историк Вадим Трепавлов, понятие нагаи, нагайская орда, длительное время являлось политонимом. Разрешите я поясню, поясняющий вопрос задам. В каких именно документах, то есть какого времени они называются ногайскими татарами? Современные документы имеются в виду? Или документы 16 века? Речь идет о документах 16 века. Спасибо. И это на самом деле важно. Трепавлов в конце концов пришел к выводу, что понятие нагаи превратилось в этноним где-то в 1520-х годах. Это как раз было временем усиления Ногайской Орды. И здесь надо пару слов сказать, как Ногайская Орда усилилась. Она во времена Едигея начала усиливаться. Но жила на самом деле совсем не там, где мы застаем Ногай в XVI веке. Она проживала на юге, в районе Яика южнее, там бассейнах низовья Сырдарии и так далее. И мы часто видим, что Едигей, даже когда воевал с Тохтамышевичами, удалялся, скажем, в южные города, и там отсиживался, потом обратно возникал, потому что они были, во-первых, людьми левого крыла Золотой Орды, и были связаны там с клановыми делами. Во-вторых, они в это время еще находились южнее. Но, правда, уже со времени смерти Едигея мы можем видеть, что некоторые группы будущих ногайцев, тогда они назывались еще монготами по племенной принадлежности, они появлялись и в Приуралье. Нуреддин, который сын Едигея, он после гибели отца с одним из своих братьев ушел
в Туринский вилаят. Речь идет о территории Башкортостана на самом деле. В поздних крымских источниках прямо названо, что ушел к башкурдам. Но это уже документы более поздние, там понятие башкирта появляется. И вот мы это должны иметь в виду, как такой фактор, который показывает о постепенном проникновении нагайцев в Волго-Уральский регион, к северу от Яика. Но на самом деле произошли два события, которые позволили нагайцам в этот район проникнуть. Во-первых, в 1502 году крымский хан Мингалий-Горей уничтожил Большую Орду, увел с собой ордынцев на правый берег Волги, в свое владение на самом деле. А так Большая Орда кочевала и на левом берегу Волги, что надо иметь в виду. И потом между 1509-1511 годами процесс несколько раньше начался еще. Шибаницкая Орда, которая контролировала часть Приуралья, например, название Туринский вилаят явно связано с шибанитами. Шибаницкая Орда ушла на юг и основала Бухарское ханство. То есть очень большая масса тюркского населения ушла из Волго-Уральского региона, и на освободившей территории выдвинулись нагайцы. Они там усилились, и в 1530-х годах стали важной силой. И в том числе они контролировали, несомненно, и население Южного и Среднего Приуралья, так называемых иштяков. Можно сказать, часть будущих башкир. Часть. И есть документы, которые вплоть до конца XVI века нагайцы в лице их представителей появляются вплоть до Сылвинско-Ренского бассейна, вплоть до района проживания гайнинцев, это юг Пермского края. Они там собирали ясак, дань. И на территории, скажем, собственно, Башкирии нагайцы собирали, есть данные за 1601 год и более позднее время еще, собирали ясак шестяков, начиная от низовьев реки Белой, вплоть до территории, где сидели катайцы. А это уже Уральская зона, сейчас есть даже зауральская зона, поэтому нагайцы присутствовали как союзники и в сибирском юрте. И там даже тайбугетское владение нагайское там существовало. Поэтому нагайцы заняли всю эту территорию, что очень интересно. Наверное, для наших не самых погруженных в этот период зрителей, наверное, нужно сказать, что на тот период существовали некоторые центры силы в этом регионе, в частности, Казанское ханство, Московское Великое княжество, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство и Ногайская Орда. Но Ногайская Орда, она имела, скажем так, особенный статус. То есть эти, как я понимаю, мангыты, правящий клан Ногайской Орды, не претендовали на титулы ханов, и у них были всегда особенные взаимоотношения с татарскими ханствами, такими как Крымское, Сибирское, Казанское и так далее, Шабанинское. То есть, да, у них всегда были некие, если так назовем, неравноправные условия. То есть они вроде как находились в качестве таких очень мощной военной силы и в той или иной ситуации могли примкнуть к тому или иному ханству, давая серьезные преимущества. Было бы очень интересно аспект именно в XVI веке, в начале XVI века взаимоотношений именно нагайцев с Казанским ханством. Можете ли это описать и как это проникновение происходило между двумя этими Это важная проблема, на самом деле, которая недостаточно до сих пор освещена. Мы знаем, что в составе Казанского ханства была Ногайская дорога. Это же область, не просто дорога. Это область, южная часть Казанского ханства. И в Казани сидел мангытский князь. Мы имена некоторых знаем. Это означает, что часть мангытов, часть Ногайской Орды, которая кочевала в районе Волги и Камы, на самом деле служила Казанским ханом. И об этом есть четкие свидетельства. И вплоть до Пермского края, можно сказать, те территории, которые были под контролем Казанского ханства, например, гайнинские башкиры часто упоминают казанских владельцев.
и кипчакских царей. То есть они Казанскому ханству явно подчинялись. И вот нагайцы там в качестве элиты сидели на этих ясачных территориях, контролировали их. Я думаю, что в результате вот этого нагайского симбиоза мы даже находим такие документы. Вот есть один документ, археограф Вахиди татарский нашел, и это предание тоже есть. Мол, в районе Мензелинска находился некий нагайский хан, это был нагайский князь какой-то, который, сказано в документе, посылал в Казань на выборы казанского хана. Это означает, что это были представители мангытов-карачабеев, которые участвовали в выборах казанского хана. Ну вот тоже доказательство того, что те нагайцы, которые находились даже далеко на востоке, они были связаны с казанскими ханами. В общем, важный документ. Но мы имеем еще один вот такой же интересный материал, он связан с эпосом. Вот у казахов сохранился длинный вариант дастана о Чура-Батыре, Шура у них называется. Чура-Батыр, как известно, был представителем клана Аргын, одно из 4 правивших в Казанском ханстве племен. Но он в Казани действительно находился, есть документы по этому поводу, но согласно казахским версиям, Шура-Батыр частенько появлялся среди казахов в племени Аргын. Потом уходил, как там сказано, достаточно к нагайцам, но эти нагайцы, по представлению казахов, сидели в Казани. То есть речь идет на самом деле о татарах казанских, поволжских, и вот о связях этих групп с теми кланами, которые находились далеко на юге. Вот внимательный анализ данных показывает, что мы имеем еще такие данные, которые касаются других племен. В частности, есть материалы, связанные с известным родом Монашевых, которые имели поместье в деревне Кукарчин, это Рыбнослободской район, но у них вотчинные земли находились в районе бассейна Кинельчака Самарской области, далеко на юге. И там же мы застаем группу кипчаков под названием Бушман-Кипчаки. Они сейчас татаризированы уже, татарами все считают, хотя башкиры иногда называют башкирами. Нет на самом деле. И вот возникает другой клан, Кипчак. Из Кипчака были арские князья, которые владели здесь в Казани частью территории Казанского ханства. Точно такие же данные мы можем найти по племени Мэнь, которое занимало территорию современной Уфы и к югу от Уфы. Ну, есть варианты названия племени Сарайлы-Мэнь. Сарайлы-Минцы вообще вот по современным данным, которые уже проанализированы, опубликованы материалы, они находились там, где Агрызский район, вот в бассейне реки Ижа, прилегающей территории Камы. А часть племени вообще находилась в Заказании, сохранилась в виде названия татарской деревни Менгаш. Вообще вот надо обратить внимание на это наименование. Менгаш произносят татары. На самом деле в основе лежит тоже этноним Мэнг, минцы. И у этих заказанских мингерцев есть очень интересное предание о том, что они были связаны с нагайцами, что разводили лошадей для ханской гвардии. И вот получается, что здесь сидели знатные минцы, которые некоторые из них упоминаются в генеалогиях, и даже надгробный памятник есть одному минцу на территории Казанского ханства. А как бы хвост их находился далеко на востоке. Вот я думаю, что существовала система, которая толком учеными не описана, она сводилась к следующему. Знатные кланы, которые пришли с Улу-Мухаммедом, они сели за Казани, но не все соплеменники находились в Казанском ханстве в оседлом виде. Большая группа этих племен и рядовых сородичей осталась на юге. Вот где кипчаки фиксируются, где арганы фиксируются. У арганов есть еще, кстати, родственная группа Тама. Тамьянцы тоже в Башкирии фиксируются, это то же самое. И вот минцы тоже фиксируются. И я думаю, что во дворце казанских ханов сидели дружинники во главе со своими князьями с относительно небольшой численностью дружин.
мы действительно видим, что служилые татары, которые сидели в Казани после завоевания и в пригородах, и за Казани, их было не так много. А вот соплеменники находились на юге, пасли свой скот, там кочевали. В случае необходимости их быстро призывали в армию, из них потом возникала вот эта группа всадническая, конница, основная часть войск Казанского ханства, наиболее подвижная. И вот получается, что южные районы Казани, Казанского ханства, были окружены этими кочевыми группами, которых потом вобрали в свой состав нагайцы, когда они усилились. Они никуда не делись. И вот даже по некоторым группам мы имеем интересные данные. Вот, например, кипчаки. Есть у Абдул-Гафара Крыми, у Тимиш Хаджи предание о том, что после известных боев между ханом Бараком и Кичи Мухаммедом, будущим ханом Астраханского ханства, боев, кипчаки в лице их бека получили во владение, интересно, Сарайчук, и весь вилаят, который прилегал к Сарайчуку. Там сказано, что он был назначен даругой Сарайчука. А как раз вот эти южные группы кипчак мы сейчас застаем и в составе башкир, и в составе нагайцев они были, и в составе Казанского ханства тоже. Это одни и те же группы. И вот при таком подходе получается любопытный результат, который ученым еще не осмыслен, что пока Ногайская Орда существовала, вобрав в состав себя вот эти группы, мы на самом деле имеем в их лице, в лице этих групп, минцы, потом кипчаки, потом тамьянцы или тама, потом еще ряд других групп, про которых я скажу еще. На самом деле мы имеем стандартных средневековых татар. И пока Ногайская Орда там находилась, они никак не могли называться башкирами. Это были или нагайцы, или же именовались татарами. Но я уже сказал, между понятием нагаи и татары нет стены. Это одно и то же на самом деле. Да, и вот позже ситуация изменилась, я скажу каким образом. В этой связи я просто обратил внимание на состав нагайцев. Есть документальные материалы 16-го, начала 17 веков, когда нагайцы еще кочевали и в Приуралье. И вот есть интересные материалы, которые позволяют говорить о том, что целый ряд кланов, которые потом были причислены к башкирам, на самом деле это нагайские кланы. Вот я просто приведу конкретный материал. Вот, скажем, я уже сказал, клан Мэнь. Мэнь, точное произношение. Есть в составе нагайцев, пожалуйста. Они и в составе позже нагайцев есть. У нас есть на Западе группа башкир, так называемых, Конгала. В составе нагайцев тоже есть. Группа байлар под названием Баюла есть в составе тоже нагайцев. Кириты есть в составе Ногайской Орды. Кыргыз, это сейчас в составе башкир есть в составе Ногайской Орды. Тамьян, я уже сказал, Тама есть в составе нагайцев. И вот на самом деле запад Башкортостана как раз состоит во многом из таких кланов. Там есть субстратные иштяки, есть, которые действительно назывались иштяками. Это по их преданиям видно. Вот известное там легендарное предание юрматынцев, там прямо сказано, что они назывались иштяками. Это как раз бывшие потомки укров. А другие это татары, получается. Что вот очень важно. И я еще хочу специально обозначить, что Вадим Трепавлов, крупнейший специалист по нагайцам, в последнее время пришел к выводу, что вот владение Нагая, так называемое, это не от того Нагая Чингизида, который на западе сидел далеко, а вообще идет от Нугая, который был ханом левого крыла, одним из ханов. И фактически вот все эти будущие кланы, которые вошли в состав Ногайской Орды, это в основном восточные кипчаки. Ну, можно сказать, потомки кимаков. И, внимание, кимаки в свое время возглавлялись татарами, средневековыми, раннесредневековыми татарами возглавлялись. И вот мы таким образом получаем конгломерат кипчакских племен восточных, в составе которых татарский элемент был силен, в том числе в элитном виде.
И мы можем обнаружить и другие вот восточно-кипчакские группы, которые сейчас именуются башкирами, но говорят по-татарски. Например, на севере Башкортостана сидит целая группа уранцев, Ру-Уран. Так это прямые восточные кипчаки, из которых были жены последних харизмшахов. Они в свое время жили на юге. Рашидин их тоже знает. Совсем рядом называется, вот я уже сказал, находится клан Елан. Это на самом деле Каи, тоже известная группа, которая в составе Восточного Кипчака тоже существовала. И вот рядом с еланцами есть, я уже сказал, группа Бай. Есть тоже в составе Восточного Кипчака, как Баяуты. Там же чуть южнее канглинцы сидят, это тоже Восточные Кипчаки. И вот вся эта группа, она как бы присутствует в составе башкир, так называемых, я сейчас это слово употребляю, которых на самом деле соорудили русские переписчики. Вот когда Казанское ханство упало, Сибирское ханство было завоевано, начался процесс приведения под присягу вот этих южноуральских, среднеуральских кланов. Ну, нагайцы, мы знаем, что под давлением калмыков ушли. Это произошло только в 1630-х годах окончательно. И нагайцы окончательно ушли на правый берег Волги до 17 век. И вот русские власти, которые приняли присягу всех этих кланов, они под одну гребенку подверстали и вот всех этих чурков нагайско-татарского кипчакского происхождения. Тогда еще никаких вот таких стандартных башкир не было. Существовала основа башкир, иштяки, вплоть до Среднего Приуралья. И, кстати, вот казахи часто по старой привычке все время башкир называют иштяками до сих пор. Они помнили, их предки помнили, кто это такие были. А вот эти группы, которые из состава Ногайской Орды, группы, которые служили казанским ханам, оставшись здесь, они еще были кочевниками или полукочевниками, они со всеми вместе были записаны как башкиры и начали выплачивать ясак как башкиры. То есть это на самом деле сословная группа, и их старое происхождение четко фиксируется в их языке. Они по-татарски говорят все. Вот это очень интересный вывод на самом деле. И тут никакие татарские учителя не нужны, чтобы доказывать, что они вот усвоили татарский язык от поздних учителей. Это изначальный язык этих групп. Вот я думаю, что сейчас мы можем смело сказать, что башкирский этнос как таковой отчасти был смакетирован русскими властями, потому что был создан Уфимский уезд. И все группы, которые туда вошли, они властями были маркированы как башкиры, как башкурды, русские так называли их, ну, по территории, потому что старая территория Башгардия существовала. Это на самом деле угорское наименование. Башгардия, ну, Машгардия, если перевести так четко на угорский язык, так скажем. И вот все, которые туда вошли, в эту систему, они были обозваны башкирами, и таким образом начал формироваться в 17 веке после ухода нагайцев только башкирский этнос в окончательной версии. Но ясно, что вот те тюрки, которые вошли в состав этого нового формирующегося этноса татарского происхождения, они свое самосознание полностью не потеряли. Поэтому мы в легендарных материалах, в родословных частенько видим, как они себя связывают с золотоордынскими делами, как указывают южное происхождение своих предков, которые отнюдь не связаны с Приуральем, а с гораздо более южными районами. И сейчас эти же группы, они как раз вот предпочитают именоваться татарами, или же, даже когда пишутся башкирами, говорят, наш родной язык татарский. Интересно. На самом деле очень интересные данные, очень интересный взгляд, который позволяет нам по новой взглянуть вообще на формирование этнических вот этих групп на этой территории. Огромное спасибо за разговор, Дамир Валерьевич. Рахмат.